Привет от команды Якут Снайпер. Меня зовут Иванов Юлиан, таежник, охотник, мастер спорта по стендовой стрельбе. Сейчас мы в этом коротком видео покажем вам, как снимать замеры для идеального приклада. Сперва вам необходимо взять ружье и поставить ноги по ширине плеч. Вот. Следующее, то, что вам нужно сделать, это вам нужно повернуть голову к ступне. Если вы правша, то делаем так. Раз. Видите, у меня шея прямая. Теперь мы перекидываем вес на левую ногу. Это будет всего немножко, на 5 сантиметров. Бац! Мы повторим. Ноги по ширине плеч, голову в сторону и накреняем чуть-чуть. В жизни это будет вот так. В данный момент ружье уже находится у меня на руках. Мы делаем скидку. Фиксируем, где у нас находится щека. Приблизительно. Мы это будем отслеживать. Видите, у меня шея прямая. Я делаю поводочку. Никакого усилия. Все легко. Сейчас, после этого, я направляю, после того, как у меня уже, я проверил, что ружье разряжено, на камеру. И мы смотрим момент, как в жизни. То есть нам необходимо посмотреть, как ружье лежит действительно на человеке. Вот. То есть, чтобы посмотреть, как у нас проходит луч зрачка над планкой. После всех этих действий вам необходимо взять ружье и положить его на край стола. В данный момент мы положили нашу рабочую модельку. Как вы видите, это тоже в данный момент очень красивая модель из карагача с таким хорошим рисунком, с пластиком, для того, чтобы мы могли измерять. Вот мы положили ружье следующим образом. Планку ствола мы приравниваем к краю стола. После этого берем линейку и замеряем в том месте, где у нас была приблизительно щека. В данном случае у нас тут 3-4 сантиметра. И второе место, где нам нужно замерить, это у нас затыльник. Здесь у нас 7 сантиметров. Пожалуйста, сделайте это следующим образом, как я вам показал. Далее мы берем ружье, обхватываем его ладонью и прикладываем линейку, смотрим сверху вниз. В данном случае у меня 9,5. После этого нам известна ширина кулака. Мы берем и измеряем палец. Видите, вот палец в данный момент, я его не выпрямляю прямо, идеально, а чуть-чуть скошенный, в расслабленном состоянии. Прикладываю линейку от большого пальца до изгиба. Изгиб это у нас вот эта вот фаланга, той частью, которую мы нажимаем на курок. Вот первая фаланга, первый изгиб. Прикладываем, и у нас получается 9,5. Следующее, то, что нам нужно сделать, это замерить либо от затыльника к курку, либо от курка к затыльнику. Впрочем, что мы сейчас и сделаем. Вот, в данном случае у нас 36,5. Ребята, подытоживая данное видео, хочу сказать, что вам нужно обязательно, первое, сфотографировать переднюю стойку. Второе, боковую стойку. Третье, длину приклада от курка до затыльника. Высоту гребня на столе, то, что мы мерили сами линейкой. Необходимо замерить кулак, кисть, то, что мы прикладывали линейкой. Это тоже нужно сфотографировать. И у нас остается последний пункт. Это нам нужно сфотографировать палец линейкой, приложив от первой фаланги от гребня черты линии до большого пальца. На этом у нас видео завершено. Надеюсь, было понятно. Если непонятно, мы вас тепло встретим
и полностью сопроводим по видео и все вам покажем.